День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Главный праздник лета Эсэх Туймады отмечают жители и гости столицы. Очень хорошо, отлично, юбилейный Эсэх. Вот готовились давно, 2 года отдыхали же. Очень ждали. Дни Татарстана проходят в регионе. В столице Якутии прошли различные мероприятия, посвященные традициям, обычаям и культуре народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Здесь вот мы видим, насколько республика открыта. Такие же условия у нас. Мы сделаем все, чтобы наш был бизнес представлен в Якутии, якутский бизнес был представлен в Республике Татарстан. Это вот, наверное, самая главная задача. Нерюнгринские дворовые территории, сам город приобретает новый архитектурный облик. Ремонтные работы ведутся без выходных. Это будет не просто дворы делаться, не просто проезды, не просто тротуары, а и будут делаться такие мини-парки, мини-скверы, квартальные или дворовые мини-парки. На Ленских столбах дали старт эстафете огня 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Далее 27 июня мы привезем огонь в Приморский край. И начиная с 30 июня по 28 июля в 32 муниципальных образованиях Приморского края у нас состоятся мероприятия эстафеты огня. Обо всем этом и не только смотрите в ближайший час. Долгожданный юбилейный Эсэх Туймады после 2-летнего перерыва отмечают 25 и 26 июня в местности Усть-Хатын. Глава региона Айсен Николаев обратился с поздравлениями к якутянам и гостям столицы. Сохранив самобытность и традиции, передаваемые из поколения в поколение, этот праздник демонстрирует единение и открытость, стремление к миру и созиданию всех жителей нашей северной гостеприимной земли. В конкурсах, соревнованиях, концертах, выставках примут участие несколько тысяч человек. Среди них сказители Нусохай, Аланхасуты, народные мастера, кузнецы. Традиционно в играх Дыгына будут состязаться лучшие из лучших баатуров Якутии. На республиканских конных скачках на призы главы Якутии на ипподром Усть-Хатын выйдут лучшие скакуны республики. Пусть Эсэх Туймады одарит всех своей светлой энергией и бодростью. Благословение Алгыса принесет каждому удачу и позитивные изменения. По традиции, Эсэх начался с обряда очищения и благословления гостей. Кстати говоря, 2022 год посвящен Году культурного наследия народов России, и это придает особую значимость национальному празднику. Республика в этом году отмечает судьбоносное событие в общественной и политической жизни якутян – образование якутской автономии. Гостям праздника на 24 площадках представлено более 100 различных ритуально-обрядовых, выставочно-экспозиционных, конкурсно-фестивальных, концертно-праздничных мероприятий, а также театральных представлений, спортивных состязаний, игр и конкурсов. Настроение отличное, праздничное, и погода шепчет, погода хорошая, отличная. Мы вот делегаты первого конгресса национальных театров. Нам очень интересно. Вот мы изучаем, смотрим, участвуем в этих мероприятиях. Спасибо большое, Якутии. Да, в этом году мы ждали с большим нетерпением, и сегодня поэтому праздничное настроение, а погода отличная, и вот все отлично. Очень хорошо, отлично, юбилейный Эсэх. Вот готовились давно, 2 года отдыхали же. Очень ждали. Ждали, конечно, 2 года. Не было же Эсэха. Поэтому так ждали. Очень вот все хорошо сделали, постарались по дороге. Все очень, видно, что все подготовились очень хорошо. Спасибо огромное. Особенно мэру города Григорьеву. Сегодня замечательный день. Все собрались на долгожданный Эсэх. 2 года не было как-то. Все хорошо, надеюсь, будет. Ожидаем. Как доехали до местности? Да, мы на своей машине. Все нормально. Пробок нет?
Пробки чуть были, но время ранее было, поэтому как-то не очень ощутили пробку. Все нормально. Мы туристы из Москвы. Вот, путешествовали по линии, приехали из Москвы до Иркутска, потом до Усть-Кута, и вот 2000 километров преодолели по воде речным транспортом. А сейчас мы наслаждаемся Якутском. Все прекрасно. Что ожидаете от нашего национального праздника? Вы знаете, какого-то счастливого настроения, потом очень ждем ночного хоровода и встречи с солнцем, белым конем. Как организован вообще праздник? Ну, мы сейчас только что пока зашли, конечно, впечатлены вот этими обрядами, очищения, благодарения, все очень здорово. И вообще нам показалось, что Якутск – это очень приветливый город, гостеприимный. В Якутии проводят Дни Татарстана. В столицу накануне прибыл президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Айсен Николаев и Рустам Минниханов возложили цветы к памятнику основоположнику якутской советской литературы и общественному деятелю Платону Аюнскому. Отметим, в столице прошли различные мероприятия, посвященные традициям, обычаям и культуре народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Так, в столице состоялся деловой форум «Татарстан-Якутия». Всего на форум приехало порядка 300 участников, среди которых есть представители ведущих промышленных, транспортно-логистических, а также инновационных компаний. Стороны определили перспективные направления сотрудничества, которые позволят развить потенциал обоих регионов. Среди перспективных отраслей отметили газохимию, энергетику, транспорт, агропромышленный комплекс, образование и культуру. Мы рады, что укрепляется экономическое сотрудничество. Нам есть чему учиться у Татарстана, у одного из лидеров нашей страны в области развития экономики, в области развития социальной сферы. И вот то, что такие прямые связи устанавливаются между предприятиями, между различными учреждениями, между районами, это все во благо усиления таких больших регионов, как Татарстан, как Якутия, это, конечно же, укрепление всей нашей великой России. Здесь вот мы видим, насколько республика открыта. Такие же условия у нас. Мы сделаем все, чтобы наш был бизнес представлен в Якутии, якутский бизнес был представлен в Республике Татарстан. Это вот, наверное, самая главная задача. В рамках этого форума в детской школе искусств номер 2 города Якутска состоялась выставка предприятий и учреждений Республики Татарстан. Тему продолжат наши коллеги. Выставка предприятий и учреждений Республики Татарстан в рамках делового форума «Татарстан-Якутия» состоялась в целях пути развития двухсторонних торгово-экономических связей. На выставке свою продукцию представили различные отрасли Татарстана, в их числе судостроительная корпорация «Барс». 29 июня спускаем первый метеор, который будет в последующем проводить испытания и предъявление уже заказчику. Здесь сегодня в этом метеоре собрали все, как говорится, научные идеи. В первую очередь это безопасность, второе это экология, третье это вопрос, связанный с комфортом, со скоростью, с экономией топлива, которое сегодня есть. И этот проект мы сегодня презентовали вашему правительству для того, чтобы заинтересовать, а также мы очень заинтересованы в взаимодействии с Жатайской верфью на предмет оказания тех или иных услуг, которые сегодня заинтересованы и видим в этом дальнейшую перспективу. Мы очень надеемся в будущем, что у вас, так как большое количество рек, будет большая потребность в строительстве этих кораблей, так как пассажиропоток есть. Ну и самое главное, почему именно скоростной проект, потому что расстояние между городами, поселками достаточно большое, и пассажиров надо оперативно переводить. А также эти суда рассчитаны на длительный передвижение, то есть от 700 до 1200 километров. Айгуль Камилова на выставку промышленности привезла изделия ручной работы из семейной мастерской. По словам мастерицы, небольшая семейная мастерская из Казани шьет вручную разные вещи. Фишка нашего бренда – это вышивка, ручная тамбурная вышивка, также машинная вышивка. Ткани мы используем натуральные, это шелк, хлопок, бархат натуральный. Вот, например, на наволочках у нас и шелк, и нити, они изготавливаются вручную, красятся вручную, то есть 100% ручная работа. Вещи эксклюзивные, мы их практически не повторяем.
поэтому очень даже они подходят для подарков. Инвестиционный и экономический потенциал Татарстана растет с каждым днем. И это можно увидеть на выставке, которую организовал регион. Здесь были представлены действительно новейшие разработки разных отраслей промышленности. Ну а в свою очередь крупные предприятия Татарстана сегодня готовы поставлять продукцию в Якутию. Анна Васильева, Якутск. Ну а в Национальном художественном музее прошла встреча главы Республики Татарстан Рустама Минниханова с татарскими общинами Якутии. На мероприятие приехали татары со всех уголков республики. Отметим, всего в Якутии на сегодняшний день проживает более 8 тысяч представителей татарского народа. А татаро-башкирская община в Якутии была образована в 1992 году. Состоится встреча, на которой будем обсуждать вопросы, которые сегодня стоят в повестке, какие-то рабочие моменты. И, конечно, будем поздравлять друг друга с праздником. Мы будем поздравлять Якутию. И как раз обсуждался вопрос на деловом форуме вновь возвратиться к вопросу прямого перелета в Татарстан. Так что Татарстан всегда ждет. И здесь мы представим выставку, которую привез Татарстан. Очень интересная выставка. Всех приглашаем в художественный музей. Пожалуйста, приходите, посмотрите. Говорили о развитии регионального кино и двустороннем сотрудничестве. Кинокомпании «Сахафильм» и «Татар-кино» подписали соглашение о сотрудничестве в области кинематографа. Об этом заявили участники круглого стола в рамках мероприятия «Дней Татарстана» в Якутии. Со стороны татарстанских деятелей кинематографа поступило предложение о создании каталога оригинального кино. Это сайт, где будет представлены сведения о том, в каких регионах какое кино снимается, для того, чтобы люди, которые интересуются региональными фильмами, могли получать всю необходимую информацию. Отметим, что зрители нашей республики, в свою очередь, достаточно тепло приняли татарские кинокартины. Где мы как раз будем обсуждать развитие регионального кино. Куда нам дальше двигаться, что нам делать, потому что сейчас, мне кажется, есть уникальный шанс для регионального кино выйти в более широкий прокат по стране, изучать друг друга, потому что нам очень интересен контент из других регионов, из национальных республик, из регионов, где вообще снимается, создается кино. Самое главное за этим круглым столом, чтобы мы начали понимать друг друга, скажем, юридически, что ли, чтобы были предложения такие, чтобы это было взаимно выгодно всем. Вот, я знаю, что вот Татар-кино, Саха, Якутия фильм хотят принять соглашение. Напомним, в прошлом году в столице Республики Татарстан проходили дни якутского кино под названием «Легенды земли Аланхо», на которых Якутия представила казанцам 6 фильмов. В Якутию татарские киноделы привезли 4 лучших фильма: «Апипа», «Живы ли вы», «Насанна» и «Мы, дети 41-го года». Как отмечает директор кинокомпании «Татар-кино» Миляуша Айтуганова, с якутскими кинематографистами Татарстан дружит уже давно и развивает другие проекты, помогающие продвижению кинолент в республиках. Сейчас у нас есть хорошая идея, на мой взгляд, это создать такой электронный каталог, базу фильмов 3 республик – Якутии, Татарстана и Башкортостана, чтобы предлагать эти региональные фильмы дистрибьюторам. И мы сошлись на мнении, что когда есть такой дефицит контента в кинотеатрах, именно региональное кино сейчас может занять место вот этих голливудских картин. Ну, во всяком случае, мы надеемся, что картины региональных кинематографистов заинтересуют зрителей. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. 22 июня Россия отметила одну из самых скорбных дат. В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война. На прошедшем в Алдане митинге современники вновь поблагодарили поколение победителей за мир. Увековечивание памяти ведется по разным направлениям. Так, сотрудники библиотеки имени Некрасова в настоящее время работают над составлением книги, в которую войдет информация о ветеранах-алданцах, защищавших Родину на передовой. Подробности в сюжете наших алданских коллег.
Полные скорби и благодарности речи сплетались с песнями военной поры. Современники склонили головы в благодарность поколению победителей за мир. 81 год назад, в 4 часа утра по Москве, воздух на западных границах разорвали первые взрывы снарядов, и жизнь огромной державы разделилась на до и после. Нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ну что, больше не было войны, все дружно жили, а совсем это. Как это так? Это национальные вопросы страшные, это надо, все не было никаких. Со всеми государствами, со всеми людьми надо дружить, дети, чтобы были счастливые. Дыханием смерти и горя война коснулась каждой семьи. Спустя 80 лет день начала войны, как и день ее завершения, остается глубоко личной датой для каждого из нас. Бои велись на передовой, фронт был и в тылу. О нем рассказывают люди, чье детство пришлось на страшные 40-е и тяжелые послевоенные годы. Мы ходили в лес, собирали ягоды, и у нас был большой-большой такой ящик с брусникой. И когда было слишком хотелось покушать, мы шли, брат у меня 10 лет брату было, он набирал этой ягоды, и мы ели эту ягоду, и никогда не болели. 27 миллионов погибших – таковы официальные потери той войны. Из Алданского района на передовую отправились почти 12 тысяч человек. Домой вернулись не все. Потомки фронтовиков сохраняют в памяти рассказы родных, воевавших за мир на передовой и ковавших победу в тылу. Почтив молчанием память тех, благодаря кому сегодня продолжается жизнь, алданцы возложили к подножию обелиска Победы живые цветы. Мы еще до начала этого мероприятия с ребятишками очень много говорили о сегодняшнем дне, что это, что он значил в истории нашей страны, почему очень важно знать, помнить. Вы знаете, очень отрадно, что очень многие знают о своих родственниках, которые воевали, которые в тылу приближали победу. Огромную работу по увековечиванию памяти ведут сотрудники библиотеки имени Некрасова. Методист Ольга Перцева собирает информацию о солдатах, призванных Алданским райвоенкоматом на фронт в годы Великой Отечественной войны. Эти данные войдут в книгу памяти. Предполагается, что издание выйдет в свет к 80-летию Великой Победы. К сожалению, бумажные носители, те документы, которые хранятся у граждан, какие-то наградные документы, солдатские книжки, фотографии, приходят в негодность со временем, что-то теряется с переездом. Да? И вот эта вот электронная книга памяти, она как раз призвана собрать эти сведения и сделать их, так скажем, вечными. Книга памяти выйдет в свет в электронном виде. Она будет доступна каждому пользователю интернета. Согласно первоначальной идее, в издание войдет информация из различных источников, как документальных, так и публицистических. Собранные данные сотрудники библиотеки направляют на проверку. Работа очень скрупулезная, задействован практически весь коллектив, вносятся данные, все это проверяется, естественно, потому что очень много у нас неточностей, и чтобы все данные были отражены как положено, да, в электронной книге памяти, поэтому, конечно, мы все источники несколько раз проверяем. Данные об ушедших на фронт жителях Алданского района остаются разрозненными. Часть сведений хранится лишь в семейных архивах. Ожидается, что книга памяти, над которой в настоящее время работают сотрудники библиотеки имени Некрасова, станет наиболее полным источником информации о ветеранах-алданцах, защищавших родину на передовой. Работаем с нашим музеем, направили письма всем главам муниципальных образований Алданского района для того, чтобы они оказали посильную помощь. Точно так же мы обращаемся и к волонтерам, и к жителям Алданского района. Если у вас есть такие сведения, если у вас есть какие-то документы, фотографии, просим откликнуться, просим приносить. В той войне советскому народу пришлось заплатить огромную цену. Сохранить память о сокрушительной трагедии и передать ее будущим поколениям – долг каждого ныне живущего. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. И перейдем к другим темам. На этой неделе правительство России утвердило план 5-летнего дорожного строительства. В него вошло возведение Ленского моста в Якутии. На эту цель федеральный бюджет выделит около 17 миллиардов рублей, а республиканский – 9 миллиардов. Всего в российский план по строительству, реконструкции и ремонту дорог, рассчитанный на 2023-2027 годы, вошли более 250 мероприятий. В целом данная кампания позволит улучшить состояние более 100 тысяч километров дорог по всей стране. Обновление дорожной сети повысит качество жизни миллионов людей, которые смогут комфортно путешествовать по России.
Тем временем и Северно-морской путь получит новый толчок к развитию. Вопрос логистики стал одним из главных для Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Санкции и разрыв экономических связей с западными странами привел к развороту транспортных потоков на восток. За последние месяцы резко увеличилась нагрузка на Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб. По оценкам, уже сегодня дефицит мощностей восточного полигона составляет более 100 миллионов тонн. Севморпуть должен частично взять на себя возросшую транспортную нагрузку. И для развития этого направления уже прилагают усилия. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в прошлом году составил около 35 миллионов тонн. И это почти на 2 миллиона тонн больше, чем в 2020-м. И показатели в этом году только вырастут. В настоящее время продолжается работа по развитию международного транспортного коридора Европа-Арктика-Азия, который свяжет Белоруссию, Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск с Петропавловском, Камчатским и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года предполагает комплексное развитие морского, внутреннего водного железнодорожного транспорта Арктической зоны Российской Федерации, а также модернизацию портов Мурманск, Архангельск, Индиго, Диксон, Певек, Сабета, Дудинка и Тикси. Перенесемся в Южную Якутию. Нерюнгринские дворовые территории и сам город приобретает новый архитектурный облик. В настоящее время синхронизирована реализация программ «1000 дворов» и «Комфортная городская среда». Ремонтные работы ведутся без выходных. Задействованы все силы и средства для того, чтобы в этом году, к сентябрю, все работы были завершены. По всему городу в разных точках кипит работа. Суровый климат и короткое северное лето ставят ограниченные по времени рамки. Все нужно успеть к сентябрю. В этом году Нерюнгри подключился к федеральной программе «1000 дворов». Победителями конкурсного отбора стали 6 дворовых территорий. Что такое программа «1000 дворов»? Это более такая глобальная программа и более оснащенная, наверное, вот такими моментами, как это будет не просто дворы делаться, не просто проезды, не просто тротуары, а и будут делаться такие мини-парки, мини-скверы, квартальные или дворовые мини-парки. Вот конкретно мы находимся на адресе проспект Геологов, дом 43. Здесь люди очень долго просили благоустроить их дворовую территорию, вот этот ближайший лесочек, и наконец-то мы совместно с ними разработали проект. Самое главное, что при выполнении работ были учтены все пожелания жильцов. Общая сумма финансирования этого участка составляет около 5 миллионов рублей. Сразу за этим домом на месте бывшего пустыря реализуется более масштабный проект. Здесь планируется установить спортивную площадку, детско-игровые комплексы, 4 зоны для отдыха. Каждая дворовая территория – это индивидуальный проект, включающий установку тротуаров, бордюров, асфальтирование проездов и другие необходимые виды работ. На данном этапе мы уже готовы к установке качелей-каруселей. Завезли объем отсева, щебня, заказано покрытие резиновое для детской площадки. Демонтировали старую площадку полностью, сняли земельный объем земли для того, чтобы сделать дорожную одежду, подготовить под последующую площадку для монтажа. Все это дело утрамбовали, распланировали. Деревья сохранили по просьбе жильцов. Территория городского парка тоже заметно изменилась. Сейчас полным ходом реконструируется его восточная часть. Укладывается брусчатка, будет установлено видеонаблюдение, фонари для освещения, обновится памятник Черяеву, появится утепленный туалет и новые детские зоны для спорта и отдыха. На данный момент уже идем графиком. Мы выложили более 500 квадратов. Это брусчатки, поребрик, полностью подготовили основания. И на заднем плане, да, сейчас вот парковую, я даже не знаю, как она, такая качельная зона будет, да, там отдыха, засыпка идет основания. Ну и у нас, в принципе, пока по графику. Погода вносит какие-то коррективы, но мы подготовились, справляемся. В программу «1000 дворов» вошли территории в районе школы номер 1, Карла Маркса, 16, дома по улице Геологов и Дружбы народов. Разработан график выполнения работ, на основании которого ведется ежедневный контроль исполнения. И сейчас уже начался сбор заявок для участия в конкурсном отборе на благоустройство в 2023 году.
Цель проекта заключается в том, чтобы постепенно перейти к содержательной части от 1000 дворов к 1000 так называемых мини-парков и создавать не только детские площадки, но и пространства, актуальные для любых возрастных групп. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Тем временем в селе Южная Нюя Ленского района продолжается строительство сквера. Он будет построен в рамках программы формирования современной городской среды за счет республиканского и районного бюджетов. Работы начались в середине мая. На сегодня строители бетонируют территорию и устанавливают основания под архитектурные формы. В завершении работ это аллея с колоннами, на которых будет выгравирована история села. По проекту в сквере предусмотрена зона отдыха с качелями, спортивная площадка с уличными тренажерами, стелла ямщика и мемориальное место, посвященное жертвам политических репрессий. В сквере будут установлены лавочки, пешеходные дорожки и освещение. Также проведены будут работы по озеленению территории. Сквер будет расположен в центре села. Окончание работ запланировано на 15 октября. Продолжим сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Продолжаем программу. Первый в республике фестиваль альпинизма и спортивного туризма прошел в Оемяконском районе близ поселка Уснера. На открытии побывали и наши коллеги. Поселок Уснера со всех сторон окружен горами, поэтому неудивительно, что местом проведения фестиваля альпинизма выбран райцентр Оемяконского района. Организатор фестиваля – Федерация альпинизма и скалолазания республики. Участники нашего фестиваля – это обычные люди, в основном молодежь, но разных возрастов есть люди. Самому молодому участнику у нас 14 лет, самому пожилому 78. Всего у нас около 70 человек. Для участия прибыли альпинисты и скалолазы из Якутска, Красноярска, Иркутска, Ростова, Москвы и даже Германии. Всех встречали хлебом-солью. Я уверен, что вам всем понравится, проведете время с наслаждением и пользой. Желаю вам хорошего времяпрепровождения и достижения поставленных целей. Опытный альпинист призвал участников не нарушать кодекс альпиниста. Я всех вас призываю не забыть кодекс альпинистов и кодекс туристов, который говорит, природа должна быть такая, какая она есть, и уважать все традиции данной местности. И погода тут же внесла свои коррективы, словно подтверждая слова задорно звучащей песни. Покидая площадь, промокшие альпинисты весело напевали «Уснера, Уснера, это вам не Сочи». Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. В Якутии продолжается 4-й международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО» на земле Аланхо. На фестиваль прибыли 36 участников из разных стран. Открыли события во время празднования Сеха Аланхо в Верхневилюйске. В эти же дни на всех культурных площадках города проводят различные концерты, мастер-классы и представления. Организаторы приглашают жителей и гостей столицы посетить мероприятие и окунуться в мир культуры разных народов. Очень большой фестиваль, удивительный фестиваль. Задействовано огромное количество людей. На одной площадке, мне кажется, где-то больше 1000 человек участвуют. А еще здесь очень хорошие люди, очень добрые люди. Я очень счастлива здесь присутствовать и очень благодарна Наталье за то, что она меня пригласила. 21-й евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-эрата» проходит в Якутске в рамках Года культурного наследия народов России и столетия образования Якутской АССР. Масштабный проект зарекомендовал себя как уникальное событие в мире моды. Подробности смотрите в сюжете далее.
От Дальнего Востока до Грузии, от Казахстана до Уфы конкурс высокой моды «Этно-Эрата» объединил лучших модельеров из разных регионов и стран. По словам автора проекта Раушан Конопьяновой, у Якутии есть потенциал стать центром этномоды не только в России, но и в мире. Обсуждаем тему о том, что по итогам этого конкурса выйти с предложением, чтобы на якутской земле был создан, пока условное название, Международный центр этномоды. С открытием гостей и участников мероприятия поздравил глава Якутии Айсен Николаев. В своем приветствии руководитель региона отметил, «Этно-Эрата» по праву стал одним из визитных карточек этнокультурной жизни России и творческой площадкой диалога культур, а также школой профессионального роста. Высокохудожественные экспонаты, которые станут победителями и лауреатами Евразийского конкурса, смогут получить предложение о выкупе коллекции для галереи «Семях». У нас в этом году правительством принято решение, что наши музейные комплексы и галереи «Семях» имеем небольшие средства государственные для того, чтобы оставить другим новым поколениям, которые к нам приходят, те ценности, которые сегодня созданы народными мастерами нашей республики, народными мастерами, которые будут участвовать в этом конкурсе. В едином пространстве обмениваются опытом молодые профессиональные дизайнеры, художники, модельеры, народные мастера. В этом году лучших из лучших определят по 9 номинациям. Мы приехали из Республики Тыва с коллекцией дизайнера Андрея Неверицкого, заслуженного деятеля искусств Республики Тыва, и руководителя театра моды и костюма «Онкум» с названием «Кайгал», что означает «смелый и удалой». Организаторы уверены, что конкурс национального костюма «Этно-Эрата» откроет новые имена в мире моды и подарит жителям республики незабываемые впечатления. Также 24 июня состоится гала-концерт победителей в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского. Светлана Амосова, Григорий Николаев, Якутск. Безусловно, лето – это время отпусков, но отпуск в столице Дальнего Востока – это коктейль из потрясающих видов. Соленого воздуха, вкусной еды и морепродуктов. А самое главное – это впечатления, которые будут греть долгой холодной зимой. С каждым годом количество туристического сервиса растет, поэтому все больше якутян выбирают именно Владивосток местом своего летнего отдыха. Подробности далее. Во Владивостоке уже начинается туристический сезон. Уже сейчас можно поехать и получить фейерверк впечатлений. Отдохнуть у моря, посетить разные бухты, пляжи, острова, розовые пещеры и фермы морепродуктов. А также увидеть морских котиков в естественной среде обитания и многое другое. Туристический сезон у нас начинается с конца апреля. Как только открывают навигацию, мы начинаем. Лодки у нас теплые, закрываются от ветра, от дождя, ничего страшного. И заканчивается он уже конец сентября и вот где-то середина октября. Что касается туристов из Якутии, я буквально вот пару дней назад отмечал, что наплыв из Якутии очень большой. Я сам не ожидал. Очень приятное общение, люди добрые, прям любознательные. Мне работать вот с вашими людьми очень интересно. Поэтому людей много. Едут. Практически каждый день люди бывают из Якутии. Во Владивосток можно попасть разным путем, как наземным, так и воздушным транспортом. Самолет обойдется вам около 30 тысяч, а на поезде около 10. Также большое количество якутян добираются на автомобиле, как на личном, так и на общественном. Вообще вот эта бухта, она является такой, скажем так, ее особенность в том, что здесь на берегу очень много стеклышек. Стеклышек и камушков стеклянных, и всего такого очень красиво. Это потому, что здесь рядом был когда-то фарфоровый завод, и из-за того, что вот он там что-то производил, они изготавливали, на этом берегу оказалось вот так много стекла, разного разноцветного, и люди приезжали сюда специально для того, чтобы набрать этих стеклышек. Им было очень интересно все это наблюдать. Это, мне кажется, это единственное место здесь, в Владивостоке, где столько много было
стеклышек на берегу. Владивосток с его огромными мостами, сопками и переменчивой погодой кардинально отличается от большинства других городов России. И именно этим он привлекает туристов. Преодолеть тысячи километров до столицы Приморского края решится не каждый. Но тем, кто решился, Владивосток дарит массу впечатлений и желание вернуться. Это город, который можно исследовать бесконечно, каждый раз открывая что-то новое. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Тем временем открытие городского пляжа Якутска планируется в самое ближайшее время. Напомним, на сегодня излюбленное летнее место горожан официально еще не открыто. Но, несмотря на это, жители с наступлением жаркой погоды начали пользоваться им. Их даже не пугает и не смущает отсутствие спасателей на вышке. На сегодняшний день на территории пляжа проводится санитарная очистка и профилактические рейды с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. Отметим, в этом году в подготовке пляжной зоны впервые используется уборочная машина «Пискарь». На данный момент у нас находится на стадии анализа пробы воды. Мы находимся в ожидании. Это самый главный у нас этап идет. И у нас имеется положительные заключения по песку. Поэтому на данный момент мы ждем. И предварительно открытие планируется где-то на следующей неделе. В этом году отличительная особенность по организации городского пляжа – это наша спецтехника. То есть благодаря окружной администрации в этом году нам поступила спецтехника «Пискарь». Это пескоуборочная техника, которая занимается непосредственно очисткой песка от мелкого бытового и природного мусора. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. В Якутске начал работу первый конгресс национальных театров. Всего в конгрессе примут участие представители 32 национальных театров, 5 из которых представят нашу республику. Задача конгресса – объединить все национальные театры страны, помочь им в сохранении своей самобытности, рассмотреть возможные варианты совместных работ, постановок и обменных гастролей. Также в рамках конгресса зрителей ждут постановки Александринского театра, гала-концерт Татарского театра оперы и балета, а также площадной спектакль «Куданг-Савеликий» в постановке Андрея Борисова. Это мероприятие государственного масштаба в общем. Не только потому, что впервые происходит Конгресс национальных театров России, а потому что впервые за многие годы национальные театры России объединились в желании утвердить свое искусство, иметь общую платформу, консолидировать свои усилия театральные, организационные, эстетические. И, конечно, это государственное событие. Штаб-квартиру Международного комитета игр «Дети Азии» открыли в Якутске в Ледовом дворце Элей-Баатур. Благодаря помощи главы Якутии Айсена Николаева воплощена в жизнь идея создания полноценной штаб-квартиры. Она состоит из 9 кабинетов и музея, посвященного истории игр «Дети Азии». Общая площадь штаб-квартиры более 350 квадратных метров. Айсен Николаев поздравил президента Международного комитета игр Владимира Максимова с обретением дома в Якутске. Напомним, что Международный комитет игр «Дети Азии» учрежден по инициативе президента Олимпийского совета Азии 8 ноября 2012 года. В этом году комитет отметит 10 лет со дня создания. Программа игр включает на этих играх 19 видов спорта. Приблизительное количество участников около 1600-1700 спортсменов. Мы ожидаем наибольшее количество стран, членов Олимпийского совета Азии. Всего у нас в Олимпийском совете Азии 45 стран участников, членов. И мы надеемся, что большинство наших членов примут участие. Я, представляя Олимпийский совет Азии, ведем усиленную работу совместно с Международным комитетом «Дети Азии», а также с Организационным комитетом по проведению данных игр в городе Владивостоке. И все то международное спортивное сотрудничество мы ведем непосредственно с этими двумя организациями. И, как я до этого отметил, надеемся наибольшее количество стран-участниц на этих играх.
Тем временем на Ленских столбах дали старт эстафете огня 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Напомним, этим летом игры пройдут в столице Приморского края, в городе Владивостоке с 27 июля по 8 августа. На церемонии зажжения огня побывала наш корреспондент Виолетта Засимова. Церемония зажжения огня проходила в ритуально-обрядовой зоне Национального парка Ленские столбы. На ней присутствовали президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов, представители Олимпийского совета Азии и Олимпийского комитета России, первый заместитель министра спорта республики Александр Бугаев и генеральный директор дирекции игр «Дети Азии» во Владивостоке Эльмир Валитов. Перед зажжением огня игр был проведен якутский обряд благословения Алгыс. Затем огонь, зародившийся у подножия Ленских столбов, передали так называемым хранителям. Те, в свою очередь, должны донести огонь до Исеха Туймады, где состоится его передача от республики Приморскому краю. Главным хранителем огня была выбрана Алсу Ганеева. В прошлом она член сборной Республики Татарстан по мини-футболу. Далее 27 июня мы привезем огонь в Приморский край. И начиная с 30 июня по 28 июля в 32 муниципальных образованиях Приморского края у нас состоятся мероприятия эстафеты огня. На сегодняшний день известно, что в играх «Дети Азии» во Владивостоке примут участие 1650 юных спортсменов из 11 стран мира и большинства регионов России. Деревня спортсменов будет организована в Всероссийском детском центре «Океан». Это специализированный детский центр, там созданы все необходимые условия, находится он на берегу моря. Это уникальнейшее место, жемчужина Дальнего Востока. Очень прекрасное место, поэтому дети будут чувствовать себя комфортно. С республики на игры «Дети Азии» поедут 120 юных якутян и 80 человек из числа тренеров и представителей. Игры будут проводиться по 19 видам спорта, а наша республика будет представлена 18 видов спорта. Сейчас все сборные команды, они уже определены и сформированы. И сейчас уже последние этапы подготовки идут, учебно-тренировочные сборы. Мы больше, конечно, надеемся на такие виды спорта, как вольная борьба, стрельба из лука, пулевая стрельба, где наши спортсмены и юные спортсмены тоже имеют хорошие результаты. И тоже отрадно отметить то, что по концепции игр «Дети Азии» в программу обязательно включены наши якутские национальные виды спорта, это как масс-рестлинг, это якутские прыжки и борьба хапсагай. Поэтому мы тоже уверены, что наши ребята в своих национальных видах спорта тоже достойны выступить и достойны представить родную республику на столь крупных международных спортивных играх «Дети Азии» в городе Владивостоке. Спортивная делегация из Якутии в полном составе должна вылететь во Владивосток в 20-х числах июля. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Но команда российских спортсменов завоевала первое место в командном зачете чемпионата мира по масс-рестлингу. В копилке у сборной 11 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Второе место заняла сборная команда Кыргызстана с 3 золотыми, 3 серебряными и 8 бронзовыми наградами. Третьей в командном зачете стала команда Пакистана с 3 серебряными и 2 бронзовыми медалями. Мой коллега Александр Хавренко попытался узнать, почему этот вид спорта так популярен по всему миру. Несмотря на все, что сейчас происходит в мире, масс-рестлинг людей объединяет, и спортсмены приехали. И замечательно, что некоторые федерации приехали не просто, они приехали со своими президентами. Президент Федерации Бразилии, президент Федерации Индии. Я здесь видел спортсменов из таких экзотических стран, как, например, приехали спортсмены из Республики Того. География масс-рестлинга расширяется с каждым годом. Уже в 52 государствах мира существуют свои федерации. Проводятся национальные чемпионаты, а спортсмены представляют свои страны на международных площадках. Чем же их так привлекает наш национальный вид спорта? Мы пропагандируем масс-рестлинг в Бенине уже 6 лет. И на данный момент практически по всей нашей стране люди занимаются масс-рестлингом. Я считаю, что самый большой плюс масс-рестлинга в том, что он, как и любой другой вид спорта, объединяет всю страну вместе, вне зависимости от религии, пола и уровня образования.
Мы работаем как с детьми, так и с подростками. Также продвигаем этот вид спорта и в вооруженных силах. Секции по масс-рестлингу есть практически во всех штатах Бразилии. А сейчас хотим приобщить к этому виду спорта и коренные народы Бразилии. Это очень ново. Ничего подобного ни в Бразилии, ни на всем континенте у нас нет. У нас очень любят спорт и национальные виды, и, конечно же, футбол и бразильское джиу-джитсу. Но масс-рестлинг ни на что не похож. Поэтому я решил, что бразильцев он заинтересует. Так и случилось. У нас в Индии масс-рестлингом занимаются в 11 штатах и 18 регионах. Я считаю, что популярность масс-рестлинга в его простоте. Людям понятны правила, понятно, кто кого победил. Но в то же время это очень зрелищный вид спорта. В нашей стране нет ничего подобного. Масс-рестлинг – уникальный вид спорта, поэтому он интересен и нам, и во всем мире. В конце 90-х, в начале 2000-х масс-рестлинг развивался в Якутии. Проводились чемпионаты, турниры республиканские, районные, городские. Одной из главных звезд того времени был Николай Колотко, многократный победитель различных турниров. Мог ли тогда атлет Колотко представить, что в 10-х и 20-х годах масс-рестлинг выйдет на мировой уровень? Могли. Я почему это говорю с уверенностью? Потому что это всегда у нас в голове крутилось. Мы мечтали об этом, да, для того, чтобы... Но мы не мечтали для начала, чтобы это будет там, например, мировой уровень. Мы сначала мечтали о российском уровне, потому что масс-рестлинга, кроме как в Республике Саха, нигде не было. Поэтому в 2005 году было организовано первый чемпионат страны, организована Всероссийская федерация масс-рестлинга. И вот с 2005 до 2014 года, до проведения первого чемпионата мира, да, еще прошло почти 10 лет. 9 лет с половиной прошло. И, конечно, после того, как мы организовали чемпионат страны, начал в России вид спорта развиваться, мы уже начали мечтать о международном, вывести на международный уровень. Не раз отмечалось, что один из главных плюсов масс-рестлинга – это его простота. И в то же время вид спорта этот очень зрелищный и дарит потрясающие эмоции зрителям, но в первую очередь самим спортсменам. На самом деле каждого соперника я уважаю. И не недооцениваю, не переоцениваю. То есть смотрю адекватно на всю ситуацию и делаю все возможное, что от меня зависит. Я соскучилась по этим эмоциям, по драйву. В жизни не хватало этого экстрима, то есть я решила вернуться. Но уже дебютировала в новой категории 75 килограмм. И не жалею. Даже бронзовая медаль, особенно если она первая в твоей карьере, мотивирует и вызывает бурю эмоций. Сейчас я уже очень хорошо себя чувствую. Потому что вот я выиграл. Это то, что мы хотели. Очень интересно, такой чемпионат, это у меня первый раз. Вот. Я хочу, чтобы вот на следующем году буду еще вот участвовать и выиграть. Но будет на первом месте. За время развития масс-рестлинга на мировой арене появились уже настоящие звезды, легенды этого вида спорта. И одной из главных является вяземский богатырь Виктор Калейбабчук. Да, на самом деле соскучились, потому что мы этого чемпионата мира уже ждали давно. Все-таки он должен был состояться в 2020 году, но из-за коронавирусных ограничений это не состоялся. Поэтому сейчас мы уже все воодушевлены, так скажем, предыдущим чемпионатом и, естественно, победой, которая, безусловно, как говорится, ждет своих героев, как говорится, но, как сказать, не то, что ты не уверен до конца в себе, к примеру, ты уже счастлив только тогда, когда ты уже держишь в руках золотую медаль и можешь в каком-то плане гордиться этим. С каждым годом спортивная конкуренция в масс-рестлинге растет. Если раньше золото безоговорочно уходило сборной России, то сейчас и другие страны буквально наступают нам на пятки. Следующий чемпионат мира будет 5-м, юбилейным. И к тому времени уровень спортсмена еще вырастет. И можно надеяться на то, что в масс-рестлинге появятся новые звезды и новые легенды. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Артем Алексеев, Джулус Иннокентьев, Якутск. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.